кумадир, дай-ка мне такой план совпомнение, такой план совпомнение, точь-мочь, кумадир, вспомнение, вишке кумадир. Здравствуйте, дорогие ребята! С вами снова я, Кристина, и мой незаменимый помощник Куйгараш. Шумбрата да кельгама ялгат. На прошлом уроке мы с вами вели познавательную беседу о хлебе. На сегодняшнем занятии мы познакомим вас с новой, замечательной и нужной темой. Ох, как же интересно! Друзья, послушайте стихотворение и угадайте, о чем пойдет речь на сегодняшнем занятии. Я видел разные края, но сердцу здесь тепло. Когда смотрю я на поля, что снегом замело, когда весеннюю порой с холмов бегут ручьи, когда надмокший и сурой заплачут соловьи. Как вы уже догадались, сегодня мы будем говорить о разнообразных водоемах нашей любимой республики. Итак, друзья, тема нашего сегодняшнего занятия – Лейса и Эркса в реке и озере. Ребята, большие моря, широкие реки, горные озера, лесные пруды – это чудесное украшение природы. Человек всегда стремится туда, чтобы отдохнуть от городской суеты, подышать свежим воздухом, оздоровиться. Берег реки или озера манит своей красотой и спокойствием. На макшанском языке река – это ляй, озеро – эрке. Ребята, в республике Мордовия очень много рек. Сура – типичная равнинная река, одна из самых живописных на Приволжской возвышенности. Сура по-макшански – Сурась. Мокша – самая крупная река в Мордовии. Мокша по-макшански – Мокшась. В Мордовии она принимает в себя ряд крупных притоков – Иссу, Сивинь, Урей, Сатис и другие. Ребята, а теперь давайте назовем по-макшански реки нашей малой родины. Куйгараш, поможешь нам? Друзья, повторяйте за мной. Сурась – Сура, Мокшась – Мокша, Алатырсь – Алатырь, Вадсь – Вад, Парцась – Парца, Иссась – Исса. Кроме рек на Мордовской земле также имеются и озера. Озеро Инарка – самое большое озеро в республике. Инарка по-макшански – Инаркась. В переводе с макшанского языка на русский Инарка означает «великое озеро». Шелубей по-макшански – Шелубейсь. Шелубей является прекрасным местом для обитания видов редких животных и произрастания отдельных представителей флоры. Ребята, а теперь давайте назовем Макшанские озера нашей малой родины. Друзья, повторяйте за мной. Инаркась – Инарка, Шелубейсь – Шелубей. Реки и озера – это еще и среда обитания различных животных, рыб, растений и насекомых. Рыба по-макшански – кал. А какие рыбки обитают в реках нашего озера? Первое место среди рыб по количеству занимает карась. По-макшански – шуварка. Любой рыболов обрадуется, если на крючок к нему попадется карась. Красивая, золотистая рыба. Второе место среди рыб занимает карп. По-макшански – карп. Щука, ребята, по-макшански – ведьгаза. Друзья, также в богатых мордовских водоемах обитает и такая крупная рыба, как сом. По-макшански – сигал. Ребята, чтобы лучше запомнились названия рыб на макшанском языке, давайте попробуем их повторить. Куйгараш, начинай! Шуварка – карась, карп – карп, ведьгаз – щука, сигал – сом. Все правильно! Ребята, какие вы молодцы! Друзья, кроме рыб вблизи рек обитают утки и цапли. Среди водоплавающих птиц утиные семейства наиболее многочисленны. Когда мы видим стаю диких уток, наиболее часто это оказываются кряквы. Утка по-макшански – яксерга. Цапля – крупная перелетная птица. Цапля по-макшански – сенькс. Ребята, теперь попробуем связать наши новые слова, названия обитателей водоемов, со словами-признаками. Куйгараш, начинай! Конечно, друзья! Повторяйте за мной. Зернянь карп – золотой карп.
Мазы Яксерга – красивая утка. Отю Сигал – крупный сом. Молодцы, дорогие ребята! А сейчас для закрепления изученного материала отгадайте загадки, которые подготовил нам Куйгарыш. Друзья, будьте внимательны. В каждой загадке спрятана подсказка. Ведь подмаса Эрей лангсан запиндалдых ярмакт. Ребята, Куйгарыш загадал нам такую рыбу, у которой чешуя похожа на золотые монетки. Догадались? Конечно же, это карп. По-макшански карп. Молодцы, все правильно. Послушайте другую мою загадку. Кува конярец, кавткунти ульмовтома. Без сетей и удочек ловит рыб. Конечно же, это цапля, по-макшански сенькс. Молодцы. И, наконец, последняя моя загадка. Ведь подмыс чопавни, крянтик ювади и калтмельги уи. Куйгарыш загадал нам птицу, которая ныряет под воду за рыбками. Кто же это может быть? Конечно же, это утка, по-макшански яктерга. Молодцы, ребята! Итак, ребята, наш урок на этом завершен. Мы очень надеемся, что он вам понравился, и вы будете ждать нашей следующей встречи. Няямозанг кельгама ялгат. До встречи, дорогие друзья! Вася Димазанг! Кума, кума, деревик сюда,